Спортивная копилка Ингушетии изо дня в день пополняется медалями различного достоинства. Совсем недавно ведущие бойцовские клубы республики разыграли путевки на чемпионат СКФО по ММА. Отборочным турниром стал чемпионат Ингушетии. Лучшие спортсмены в разных весовых категориях оспаривали пальму первенства. Из бойцовского клуба Inkfighter отличиться смогли сразу несколько бойцов. А касаемо крайних результатов клуба Inkfighter и в целом своей деятельности, как все складывается, пока какие результаты у нас на данный момент? Касаемо клуба Inkfighter, последние результаты, да, последний у нас проходил чемпионат Республики Ингушетия, как мы все знаем, 25 числа. Результат отличный, можно сказать, для нашего клуба, потому что мы открылись 2 года назад только, и результаты были отличные. Почти человек 10-15 отобрались на чемпионат СКФО, это уже о многом говорит. Уровень ребят был, я, если честно, удивлен был этим уровнем. И не только с этого клуба, а вообще с республики ребятам. Такой отличный результат показали на этом турнире. Еще у нас Зейтов Апти есть такой парень молодой, который выступает в Гранд Плаза, называется турнир. Это полупрофессиональный турнир, в Нальчике проходит. Там провел 4 или 5 боев. Последний бой у него был в воскресенье, 26 числа, он был за пояс. Там он выиграл тоже, выиграл пояс, приехал, стал чемпионом этого турнира. Такие результаты. А в целом в республике насчет ММА мы пытаемся не останавливаться, идти вперед, так как то, что нам заложили, да, предыдущие руководители, мы стараемся это развивать, от себя что-то добавлять новое и идти, я думаю, идем в правильном направлении. Чемпионат Ингушетии по ММА и цена выступит, и может я Москвой да, واخذ الارت اسكويان отборный اسكويان в феврале январе что واخذ كردو ايرن سيرن دين اشستموكش جا واخذ مسلم زارك انكش اوغون اوغسدر تاش خورام زانز باغترم ال كوشتا مستنار تجوا مستنار اوغسدرس شي سادين فلان ترس شبويا خاص فات باغترم مانت خاطرس زارك انك فينال حيالرتس Саханс бой жалеется от уцу, и хому хули тепты фарсе перед цалор, борьба дикая фуцацу чуда вот пацани. А хай баз малая, может бог брат сердце. Да ла баз борьба есть, ну муслим может тренер стойка, вот муслим стойка по тренеру. Ну да, это стойка бобрат, борьба бобрат. Доха борьба бобрат, баз борьба есть доха. В бойцовском клубе Inkfighter тренировочный процесс разбит на несколько этапов. Первым делом, как и в любом другом виде спорта, пристальное внимание уделяется разминке. Разминка может быть индивидуальной или коллективной. Ее продолжительность зависит от характера предстоящей тренировки, а также физической подготовки спортсменов. Многие новички совершают одну и ту же ошибку – игнорируют разминку перед тренировкой, тем самым обрекая себя на травмы. Если вы тренируетесь со всей серьезности и ожидаете от своих занятий какой-либо результат, то порой нужно тренироваться буквально на пределе своих возможностей. Во время тренировок сухожилия, мышцы и суставы испытывают немалые нагрузки, какие в повседневной жизни мы практически не испытываем. Суставы, предварительно разогретые, лучше смазываются. В результате меньше изнашивается хрящевая ткань, ну а эластичные сухожилия куда лучше противостоят разрывам. Что касается растянутых мышц, то они способны развивать куда большее усилие. Помимо этого, во время разминки ускоряется кровоток по сосудам. После разминки спортсмены начинают отрабатывать приемы. Сегодняшняя тренировка больше посвящена борьбе. Каждый из этих ребят понимает, грамотное ведение поединка в партере зачастую становится залогом успеха на соревнованиях любого уровня. Андвей Махар в начале марта халез СКФО чемпионат. Сигичи ханс подготовки жму ходиша. Духа сина болку, сина болку, бахаз муслимс. Да ханс последний азиаш боя ошибкерс في борьбе ошибкерс ханс борьба ошиб صاحب بوق духа. Искаш боя حاجة анализай тренер вахаз муслимс. Ахаши кажется, что наши бог буцу. А вообще тренировки мы что что ерик по плану дадут до конца дадут до чахтолища. Да, этим сани. Тренировка ходю
ديك ترينرج به ديك حيخ أنكش ديك به سبانك أنكش ديك به تيب بوه بشخش أحتاج ده حني أج أوبت دقة خوها بكسرت أبوه بيحيخ بربع أبوه بيحتاج تح حق إذا خشت بوه مبوي دومت ديك يا واش تأدال Ваха Зобр профессионал, перейти для حاول любительский турнир, дупку участие принимать, ждите, да, кянкиш, развиться, шпамелага, самбо, панкратионага, греплинг за дупку турнир жмухуливый, всегда класс, эхту хабуал школе, да, класс диативич. Да, ласты дал شيء عند اللي حنس صبا دليت دقمي حنس اسكفو حجدت خو اسكفو ياقي نرسي برسمير اشتاق ونرسي союз اما результат дадох, ваш модал дальше уже профессиональный или. Несмотря на то, что бойцовский клуб Ink Fighter существует всего 2 года, воспитанники клуба уже принимали участие во многих турнирах, занимая призовые места. Ответственный подход к делу – вот что отличает этих ребят, независимо от возраста. Каждый выкладывается на тренировки. Тех, кто отлынивает от отработки приемов или упражнений, тренер может отправить домой. Ленивые пусть у себя дома сидят. Такой установкой руководствуются Ваха Шанхоев и Муслим Кациев. Планы большие, если честно. Если говорить о любительском ММА, то на первом месте сейчас стоит у нас чемпионат СКФО, который пройдет с 6 по 9 марта в Ставрополе. Вот. Сборная команда уже сформировалась. Вот. Ребята сильные, должны, я думаю, выступить на отлично. И мы их сейчас уже каждый в своем зале под руководством своих тренеров, я им дал такое поручение готовить своих ребят, чтобы они были готовы на чемпионате СКФО показать нашу республику с самой лучшей стороны и добиться самых высоких результатов. Вот. А так в республике тоже планируется сейчас турнир, уже там будут более младшие ребята. Это ребята 12, 13, 14, 15 лет. Вот такие ребята будут выступать. У них в апреле будет первенство России среди 18-20 лет ребят вот, в городе Перми. Туда мы планируем тоже отобрать сильнейших ребят и повести. И 12, 13, 14, 15 будет тоже у них первенство России будет. Это в городе Сочи будет, там чуть полегче, я думаю, будет. Поэтому там тоже отбор сделаем сразу и отвезем мощную команду. Вот такие планы у нас есть, любители. А по профи мы разговариваем, там стараемся выбивать бои. Там насчет Долгиева Ханзата точности на 100% нету, но, скорее всего, он будет выступать в апреле. Я разговаривал насчет него с лигой. Скорее всего, он выступит в апреле. И Кациев Муслим, да, он должен выступить в марте. Ему уже точно назначили бой. В Баку будет турнир, вот, казахский промоушен. Вот, там назначили бой, он точно будет уже выступать и будет сейчас он готовиться. Мы о твоей новой должности уже упомянули. Всегда ли хватает времени на свой родной клуб все-таки, или иногда приходится чуть-чуть подвигать ребят? Да, чуть по времени тяжело бывает, потому что там, здесь иногда не успеваем. Но в зале никаких проблем нет. Я стараюсь не пропускать тренировки, потому что мне самому интересно здесь находиться, поэтому стараемся не пропускать. А так, когда нужно вот, насчет федерации поработать, Муслим замешает в любое время. Поэтому проблем нет. Главное, команда хорошая у меня и никаких проблем. Один из основателей клуба и его тренер Ваха Шанхоев совсем недавно вступил в новую должность. Теперь на посту президента Федерации ММА Ингушетии Ваха намерен придать новый импульс развития этому виду спорта. Совместно с тренерами каждого из клубов Ингушетии Шанхоев постарается популяризировать ММА в нашем регионе. Сейчас ты не только как тренер Инкфайтера, но и как президент Федерации ММА гораздо за большее количество ребят отвечаешь. Чемпионат ММА как он прошел, были ли какие-либо трудности в организации и как вообще сами ребята себя проявили? Да, то, что я президент Федерации, тренер клуба Ink Fighter, это двойная такая ответственность, можно сказать, но со мной рядом надежные ребята, надежные друзья, которые в любое время поддерживают, в любой момент заменят меня. Это и Муслим Кациев, мой брат, все мы знаем. Вот. Поэтому особых трудностей пока не встречал.
но я к этому готов. Я знаю, что будут кое-какие трудности и будет много работы. Мы к этому готовы и будем идти. А насчет ММА, я как сказал, там ребята выступили. Очень красочные, яркие бои там были на чемпионате республики. Раньше я даже не замечал такого, потому что с каждым годом, с каждым днем, можно сказать, уровень наших бойцов растет, и это не может не радовать нас. Ребята молодые, мы знаем, они пока что не профессионалы. Вы, как уже люди, которые провели несколько боев в профессиональной арене, что можете сказать по поводу подрастающего поколения? В чем нашим ребятам необходимо прибавить? Может, психологии что-то или подход к тренировкам как-то лучше сделать? Вот именно нашим молодым ребятам я и советую, и всем именно с этого клуба мне чуть полегче говорить, потому что я здесь руководитель. И всем ребятам молодым я говорю, не спешить с профессиональными боями, а выступать в любительских соревнованиях. Выступать где угодно, это без разницы, ММА, боевое самбо, панкратион, это все взаимосвязано, и поэтому я советую всем ребятам набираться опыта там, выступать в каждом соревновании, выступать, набираться опыта. Потом уже, когда и морально, и физически уже созреют ребята, тогда их можно выводить на профессиональный уровень. Потому что, как ты сказал, мы уже через это все проходили, и это довольно-таки тяжело, именно морально это тяжело, поэтому этих ребят я не хочу травмировать и хочу в правильном направлении вести и относиться более серьезно к профессиональным боям. Совсем недавно один из воспитанников клуба одержал победу в поединке за пояс чемпиона на турнире в соседней республике. Своей победой спортсмен доказал, что тяжелый труд всегда окупается, и что не менее важно, каждый боец должен быть развит всесторонне. Соревнования каждый месяц ходят. За пояс сердца последний бой. Первый раунд треугольник. Треугольники, прием специально отрабатывать аэрош из соперника или импровизация? Отрабатываем. Грэпплинг мелёш, треугольник, рычаг, руки, жуах. А так, момент не сердце, як шош. 77 килограмм выступать для комфортных хулиган. Рабочий вес мел хулиган, гонять ездишь хулиган вес вообще? 84 хосусей. Ворки уж тавахкас. И авоз заниматься, до фахай вахаз, муслим хех фахай авоз, мش تعبут авоз. Первый астрон кода RZA тикчашира трох бинда авоза вах муслим вach хат ухта шудан со чохта бикех ударка муслим сех дик амадоч барбай грэпплинга вахстех атхаходи хаждока налош хасен ходи стойкалич. Планы желтые, если я мало планы уложу в гаху, и что есть соревнования или пока просто форму поддерживать на тренировке. Да, ханс убех хлеже, да, панкратион, эскфо, отбор. Андер цигатоес поддерживаю ханс. Ханс лукач вейт клита, узали лука мебуш эскфо отбора, готовюсь поддерживаю. Андер ханс вейт отбор эскфо, панкратион, да, зачем цигла бог. Всевозможные броски, болевые, удушающие и контроль в партере. Если кому-то может показаться, что это просто возня на канвасе, то ваше мнение ошибочное. Своя прелесть в том, чтобы филигранно владеть каждой из техник, также есть. Очень важно и грамотное чувство дистанции, хорошо поставленный удар и умение выдержать атаку соперника. Все это должно присутствовать. Но без базы борьбы успех сведется к нулю при первом же поединке с профессионалом. Гамед, расскажи нам о крайних соревнованиях, в которых ты принял участие, как они для тебя сложились вообще? Мои крайние соревнования были в чемпионате России. Они были 29 апреля. Там я бился в весовой категории 38 килограмм. И провел 3 боя. И вышел в финал. И самый последний противник был очень сложный. И касаемо вот сегодняшних твоих тренировок, как для тебя тренировки складываются? Как давно ты посещаешь этот зал вообще? В этом зале я тренируюсь уже 2 месяца. И очень хорошо проводится тренировка.
Какая у тебя база вообще и над чем тебе тренеры говорят усерднее работать? Бывает, что у некоторых борьба хромает или ударка может. Что у тебя, над чем надо больше работать? Над ударной стойкой. До того, как посещать Inkfighter, где-нибудь занимался ты каким-нибудь видом спорта? Да. Расскажи об этом немного. Я занимался в Москве в клубе «Витязь». Там я провел 4 года. И чем отличаются вот тренировки там от сегодняшних тренировок? Может, здесь у тебя партнеров побольше или там все-таки было чуть-чуть покомфортнее? Мне и там было нормально, и тут тоже. Ибрагим, расскажи нам, как давно ты посещаешь клуб Inkfighter, откуда ты приехал, как для тебя вообще тренировки складываются? Я приехал с Москвы, мне тут очень нравится. А как ты давно вообще здесь занимаешься и как тебе вообще тренировки? Я тут 2 месяца занимаюсь, и мне тут очень нравится. До того, как посещать этот зал где-нибудь, может, ты занимался в Москве, где ты жил, или просто пришел и только здесь начал заниматься? Я в Москве еще занимался армейский рукопашный бой и дзюдо занимался 4 года. Принимал ли ты вообще участие в каких-нибудь соревнованиях или просто, может, сейчас готовишься к чему-нибудь? Я участвовал на многих соревнованиях. 32 первых, и 6 третьих, и 4 вторых. В планах у клуба из раза в раз добиваться все более высоких результатов. Самоотдача у ребят на самом хорошем уровне, рассказывают тренеры. А если есть желание заниматься, то успех придет. Несмотря на то, что иногда в клубе случаются форс-мажорные ситуации, тренировочному процессу это не мешает. Ну вот, как вы видите, выключили свет в зале, но нас это ни в коем случае не останавливает. Мы будем дальше продолжать пахать, тренироваться, трудиться. Многие известные спортсмены, которые высоких успехов в спорте добились, говорили, что условия не обязательно важны, если есть хороший подход к делу. И это, опять же, судя по всему, относится к этому клубу. Насколько ребята ответственно подходят, насколько тебе нравится подход этих ребят к делу? Вот, если честно сказать, вот, именно старшая смена, вот ребята со старшей смены мне очень нравятся. Дисциплинированные, просто им дать задание, и я могу заниматься своими делами, они на 100% все выполняют, и это мне очень нравится. Поэтому на этот раз я решил готовиться именно с ними. Ребята волевые и очень хорошие. Каждый приходит в тренировочный зал со своей целью. Кто-то хочет стать успешным бойцом и выступать на мировых аренах, прославляя свой клуб и страну. Другие занимаются просто для себя, чтобы быть в хорошей физической форме. Так или иначе, с определенным багажом познаний в ММА спортсмен может добиться результатов. Не все выбирают спортивный путь в дальнейшей жизни, но лишними тренировки точно не будут ни для кого. أوش إدريس وس كيك بوكسي خالصه كزدوي خالصه أخص حاجات شوالا شدس وشوالا شلا واحد مسلم وجاقي تات وجابتين سدات بنكرتون اسكو وخنو ويتك مسول سيريس كتونيش ديتاو ناتشكي ديتاو وقمص نادع موالز مسلم وقيج مسلم واز قيج مسلم نو قصدش شتكوتين أحت بيمدال أحت باش كوتينو تدال عند دال دي هذا كوتو قدام الله دال دقة ملوش خان حتى تخشين قاب Постоянно шинкабята дука 57 литаусу дука я 61 хача 57 литаусу 52 литаусу 57 лишхан ис иткил ганати шхолорс начки литаусу иски аяк вахш аш твойтик сресис китуниш 61 66 литаусу ацивахш حضرتش аяк قراس بقيلا قراس ата هذو قراس аяк قش или كل حارس спортсмен شي план يولشو حتى يا حاجه чемпионат اسكفو يا حاجه سيج بيلغو ياخد فير احي بدو فقالات سنا دوقه تتعبوا بس عشان كل تحسوا شو بنوس لوست из бог без шкудука борьба или бокс удар или сына духа дала вынос борьба что борьба с бол бан хэтун царца стойка вынос патент гада могла те бол без ринга бол без этих да устенки бол муслим вахан постоянно устенки бол бейту но осудотхон مش هاخد مستفادي حتسووا مش هي ردنا بلاش مش هتاخد مستفادي ارى دواخه يريك زال ناخد بديروتهم احوز ايش يا داوود حتى مش ده was دم بعد يا شويتك حتى ده تاخش ارى دواخه ده انترست نقول ارى دواخه ده كوت ولا ارى نعمك اوخه نعمك كرك انكش بيت اوات ديكريت حتى ويتك نو ويتك ديك هذا بعد خلاص ديك هذا هذا Глядя на взрослых, уже состоявшихся спортсменов, юные бойцы видят в них пример. Кому-то импонирует стиль ведения поединка, другому поведение своего любимого бойца в октагоне. В любом случае, ты либо хочешь быть похожим на кого-то, либо выбираешь свой собственный путь.
А мы ж не сами голос. Цавар чай анту голос. Что бен или хай интернет шнисен или баваха муслим болуш вам. Иште уч хака чаурса. Чилахте из греплингацнер. Ос хаз духа сена богба. Куда дикя хозахетум богбеш или борьба духа богба. Ну борьба духа богбос. Да, иште борьба ну choice дикайс борьба. سيرنا عشتنا ده هي خبيها بربع يلي أما ما يلي لتابي ليتو حد وش إنك فايتر هاوين شان نيبرد إيش دوار سبورت هذا تختيج بيرو أورسا потом تيج دار تخ في مالجبيك دار تختيج شتريت أورس بس هو كاتيجوري ما غالي فاضي 31 لتر دبرت ديز شلوحة إلى حيواسي حاضر ردنا سويس زربوتن فيجري بيها ب مش بخي وصلنا إيش زعما ورجدوخ وحقور توج جدوخ هنسون أجر دبي مبيت سبورت ما لا إما ما ما أفو بعض الوقت اسمه إيش موسر الله وخبيب ساركيجن داري جلان يرسو شوان أصبح عندوش بربع دو خالد فليت يتسانتر خالد سلم الله يا إيش تشامبيون خلان любой Камил Хечевич. Чемпион Халани, Татмасна. Тренер же был не слушаться. Ну, Лико Вахшан Хой, президент Федерации мы, Лико был борьба хехцо, муслим кацил, Лико стойк хех, муслим кацил. А ну, прости, боуз же нахбиха, возвуш или уже массеница подружится да? Массеница подружится да, тан учеркенк. Тан наш клубе учан тоже тич соревнования подружиться раз. Ян Вахов вузы. А что коммунальный Вах, Ян Вах. Раша Уха. Кад вон это отсюда. Ну, кахегендер. Твас наташ кадлук. В школе муштиш. Нормально, хорошистус. Вложив в свой клуб много времени, сил и средств, Ваха Шанхоев и Муслим Кациев не забывали и о своей профессиональной карьере бойцов. Понятно, что совмещать работу тренера и бойцовскую карьеру непросто, но сейчас, когда на горизонте замаячила возможность провести поединок, ребята не раздумывали. Параллельно с тренерской работой тебе сейчас приходится проходить подготовку к собственному бою. Расскажи о нем чуть поподробнее, в какой-то форме, как все проходит. Ну да, вот мы 2 года работали именно над клубом, чтобы собрать хорошую команду. До этого момента мы сами с Вахой не уступали. Сейчас вроде мы команду собрали, команда собранная. Мы уже можем чуть позволить себе потренироваться и выступить. Вот сейчас на данный момент я начал подготовку на свой бой в организации Абадан, казахская организация. Турнир будет проходить в Азербайджане, в городе Баку. Но я решил на этот раз подготовиться в своем клубе, в своем родном клубе с нашими ребятами. Ребята у нас хорошие, тренировочный процесс тоже очень мощный. Начали уже двухразовую тренировку в день. Вот и вроде начали подготовку. Уже совсем скоро в Ставрополе стартует чемпионат СКФО по ММА, в котором примет участие и команда Ингушетии. Помимо этого, на календарный год также запланировано немало соревнований. Чтобы быть лучшим, нужно биться с лучшими. Если следовать этому правилу и усердно тренироваться, то скоро мы услышим имена воспитанников клуба Ink Fighter на самых крупных мировых турнирах.